Цель круглого стола – патриотическое воспитание молодежи, формирование у них соответствующих убеждений в необходимости выполнения конституционных обязанностей по защите своей Родины. Для каждого важно изучать, сохранять и приумножать историко-культурное и духовное наследие, говорят на встрече. Тема обсуждения актуальная – роль местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны враг подошел к нашему Малгобеку. Малгобек и земля Ингушетии не пропустила врага. Надо отметить, что сильный тыл и победа фронта. Вот два этих составляющих во время Великой Отечественной войны и дала возможность отсюда погнать фашизм и разбить его у себя дома. Противовоздушная оборона была очень сильно задействована на территории нашей Ингушетии. И были отличившиеся в этой операции и множество памятников во время Великой Отечественной войны об этом рассказывают. 4 года наша страна воевала с фашистским агрессором. Военные действия на советско-немецком фронте отличались крупномасштабностью. Наши вооруженные силы в годы войны применяли две основные формы борьбы – стратегическое наступление и оборону. И родная земля до сих пор хранит память о доблестном подвиге советского солдата. А какое давление на врага оказала воздушная оборона, в частности, в ходе Малгобекской оборонительной операции, страна будет помнить всегда. По информации, основанной на сведениях о безвозвратных оперативных сводах и сведения безвозвратных потерь 4-й воздушной армии, нами за это время, с 2018 года, было установлено, что на территории Ингушетии было сбито 32 самолета. Круглый стол в Главном управлении МЧС России по Ингушетии организован в преддверии празднования 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Задача – повышение ответственности за будущее страны, пропаганда опыта и знаний среди населения по вопросам гражданской обороны, защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. Насколько важна была работа гражданской обороны, местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны, насколько важен был их труд, чтобы это подрастающее поколение знало, помнило об этом, чтило. Говоря о роли местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны, практически всегда умалчивается вклад Назрани в победу. На территории Насыркорта тогда находился тайный аэродром. Также в Альтиево, где располагались абрикосовые сады, размещались зенитные установки. Фашисты также упорно бомбили мукомольный завод в Назрани, который обеспечивал хлебом защитников Родины. Одна из бомб, которая была брошена на этот мукомольный завод, не взорвался. Фашистской бомбы истребителя. И до 1966 года она как бы вот ушла по болотистской местности возле мукомольного завода, и она сохранилась. В момент, когда образовался наш музей, организовался, после сильного дождя этот снаряд был уже виден. И основатель музея был вызвана саперная группа с военной части, которая дислоцировалась на территории Чечен-Ингушетии. И эта бомба была обезврежена. И она, как экспонат, находится в нашем музее. Как подытожил Магомед Сагов, в связи с этим связана и инициатива главы региона Махмуда Али Калиматова о присвоении Назрани звания города трудовой доблести. Адам Мережков, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.